У нас студенты здесь от Ilias State University в Тбилиси, они очень способны, и им очень интересна тема Северный Кавказ, особенно Чечня, я заметила. Так что я думаю, что это лучше, чем я рассказывала, чтобы сам человек, который принимал участие в этих событиях, сам рассказал. И это тоже моя философия, что устная история очень важна, чтобы люди рассказали свои истории и передали информацию друг другу, особенно на Кавказе. Нам надо сохранить историю современную, как сможем. И я помню, Анзор, как мы познакомились, наверное, 10 лет назад. Вы показали мне в то время какие-то вот фотографии и вещи, которые вы собирались. Вы сказали мне, я хочу собирать эту информацию, создать какие-то, базу или что-то, чтобы передать эту информацию будущему, новое поколение. Я очень рада, что я заметила в последнее время, вы начали этот канал Nizam на YouTube, NIZAM, и там регулярно ставите новые информации и так далее. Так что нам интересно, как вы видите войну, в принципе, как началось, как произошло и как продолжалось. Спасибо, мне очень приятно. Вот перед вами, да, мы знакомы. Я, конечно, помню, как мы первый раз увиделись там, и когда у нас был разговор насчет истории этих событий, очень важных событий, скажем, трагических событий, которые произошли на Северном Кавказе и вообще на Кавказе. Это касается всех нас. И я очень благодарен тем, которые следят за этими событиями и поддерживают нас, понимают нас. Вот. И касаясь как это началось, я просто приведу параллель. То же самое, как начинались эти события в Украине, например. То же самое. Российская Федерация, скажем так, создала такую часть чеченцев, оппозицию так называемую, снабжая их всем необходимым, скажем, вооружением, там, финансированием и так далее. То есть организовали такую целую бандгруппу, бандформирование для того, чтобы разделить нас, чеченцев, чтобы мы, скажем, пролили нашу кровь, свою, как говорят, чтобы мы начали братоубийственную войну. Этого не произошло в то время, благодаря тем политикам, которые у нас были в руководстве. Это в то время Джохар Дудаев, покойный. И, как я говорил, Россия провоцировала этот конфликт. Да, у нас были кое-какие стычки, кровь пролилась, но не в большом масштабе, конечно, но мы избежали этого. А потом уже, когда было видно, что чеченцы не хотят стрелять в чеченцев, скажем так, то они начали открытое такое влияние, они вторглись 26 ноября 1994 года в город Грозный. Это была страшная трагедия. Я это как сейчас помню, эти картинки. Заехали танки в столицу, в центр города. И у нас были, конечно, свои отряды сопротивления, были добровольцы, которые стали на защиту своего города. Мы, конечно же, прекрасно понимали, что все это делает Россия, что в танках сидят российские офицеры и солдаты. И в этот день пролилась кровь, много крови в Грозном. Были разрушения, первые разрушения. И на весь мир вот были показаны эти картинки
скажем так, десятки танков горят в городе. Мы отстояли свой город. Потом уже у нас в руках были военнопленные, что очень важно. И Джохар Дудаев, наш первый президент, он обратился к России: если вы признаете этих российских солдат и офицеров своими, то мы вам их отдадим, так он сказал. И Россия, министр обороны Российской Федерации, они не признавали их. Всячески там пытались отговориться, подчеркнуть, что мы не причастны. Но и сегодня есть эти видеосъемки, которые я публикую, где эти офицеры и солдаты признают, что штурмовали в тот день Грозный. Ну, я так коротко расскажу это. И потом уже началось вторжение, такое наглое вторжение, бомбардировка всей республики. Ладно, там военная сторона, меня больше волнует мирное население, которое погибало во время этой войны. И точно, никто не может точно даже сказать, сколько человек погибло в этой войне. Мы, конечно же, не могли вести такую статистику, даже Мемориал, такая большая организация, и у них нет точной статистики. Но мы можем так конкретно сказать, что более 200 тысяч чеченцев были убиты во время 2 войн. Более 200 тысяч. Из них минимум 40-45 тысяч детей. Вот. Это была страшная картина. И что еще важно, что мы, чеченцы, наше чеченское руководство всегда обращалось к Российской Федерации, к российскому руководству, чтобы избежать этой войны. Хотя они сейчас, там, российская пропаганда как-то говорит, вот там они развязали войну. Нет, конечно, это не в наших интересах было развязывать какую-то войну. Они вторглись к нам, это была агрессия. И Джохар Дудаев, и потом Аслан Масхадов, мой отец, много раз обращались к российскому президенту, добивались встречи, но Россия не шла на эти встречи и игнорировала их. То есть была так развязана война. Потом уже эти ярлыки, что вот чеченские бандиты, чеченские террористы. И даже мне как-то это больно вот вспоминать. Скажем, Буденновск, да, вот Буденновск, захват заложников, самая больная тема в России. Захват заложников в Беслане, дети погибли, страшная трагедия тоже. Но я всегда вот, у меня, когда говорят про эти захваты заложников, я лишь скажу, да, вот лично мое мнение, это очень ужасно. И никогда я бы не поддержал бы такие акции. Но логика в том, что если бы Россия не начала бы в 1994 году войну, то мы бы никогда, наверное, не услышали бы об этих трагедиях, например. Вот так, коротко говоря. So that's for you all. Do you have some questions? I'm sure you have lots of questions. I have a question. Hello. Okay. But I will ask it in Russian if it's not a problem for you. I can do that. Yes, please speak in Russian. Okay. Так, в первую очередь, огромное спасибо, что вы согласились на эту лекцию. Это было очень интересно, потому что от вас, и спасибо, Саре, что познакомили с вами. Это очень было интересно, то есть спасибо. То есть мой вопрос, у меня такой очень деликатный вопрос, и я не знаю, насколько у вас есть ответы на этот вопрос, но вот я недавно, я не помню, то ли читала, то ли слышала, что был такой случай, то ли в 98-м, то ли в 99-м, тогдашнее государство грузинское, тогда еще президент был Эдуард Шеварднадзе, они якобы открыли коридор неким военным из Чечни в Абхазию. И был такой случай, они там провели, не знаю, такую военную операцию или что-то такое. Я не знаю, я хотела бы спросить, является ли это достоверной информацией, и что вы знаете об этом? Наш президент много раз обращался к этим вооруженным
отрядам, которые находились в Грузии в то время, мы были против этого, потому что все это было на руку России, чтобы упрекнуть Грузию, упрекнуть чеченцев в нашу сторону, что вот на территории Грузии находятся чеченские террористы, да, вот, чтобы оказывать какое-то давление на Грузию тоже. И наш президент в то время, Аслан Масхадов, всегда вот много раз обратился к этим командирам этих отрядов, чтобы он так и прямо сказал, священная война не в Грузии идет, а священная война идет в Чечне, в нашей республике, на нашей земле. Так что возвращайтесь в Чечню, что вы там потеряли в Грузии. Он призывал их, призывал. И сейчас я год не могу вспомнить, это было где-то 2002 год, может, вот так. Там он обратился к Доке Умарову. Он возвратился тогда в Чечню, чтобы воевать против российских оккупантов. Конечно, это я никак это абсолютно не понимаю, что действительно делали наши вооруженные отряды на территории Грузии в то время. Потому что им тоже нужно было знать, что это только на руку только России. Нам это вред. И вам, как в Грузии, то же самое. Мы, конечно, были против этого, имеется в виду. Я очень много изучала войну давно. Ну, я думаю, что самое интересное это... мы уже знаем факты, в принципе, да. основные, опыт людей, как они чувствовали в то время. Мне сегодня, вот я и раньше вам говорил, для меня Грузия, как сказать, ближе к сердцу, вот так скажу. Я считаю, как это, как своей родной землей, даже потому, что у меня отец там учился в Тбилиси. У него были хорошие друзья, грузины, и в честь одного друга он дал мне имя Анзор. Вот. И те события, которые сейчас вообще происходят на Кавказе, будь это события в то время, когда российские войска вторглись в Грузию, события сейчас в Карабахе, я принимаю как за события у себя на чеченской земле, потому что вижу в этом руку Москвы во всем этом. И сегодня просто нам надо понимать, что сближение наших народов – это на руку нам, кавказцам. Нам надо изучать историю, нам надо сохранять эту историю о всех этих событиях. То есть чисто фактами и доносить это, чтобы донести это до поколения, до следующего поколения, например, правду, всю правду. А как это возможно? Как можем это сделать? Я сама не отсюда, но все-таки кавказцы, как они могут это сделать, приближать? Потому что это очень трудно, есть очень много больные моменты и так далее. Пусть это будет организации, да, общества, встречи, какие-то мероприятия. Сегодня что я делаю, да, например, да, работаю, да, сохраняю, пишу, выставляю, публикую там видео, в последнее время я работаю с видеоматериалами, создал YouTube-канал, скажем так, и пытаясь говорить, как все это было, через что прошел чеченский народ, все эти жертвы, кто виновен, кто за этим стоит. Вот про эти страшные события. Вот таким образом люди смотрят, люди читают, и сегодня у нас такие возможности есть, технологии есть. Да, недавно у нас, в прошлом году мы собирались здесь, в Тбилиси, на память это день депортации. Да. И там собрались много представителей разных народов.
Северного Кавказа. И все рассказали практически одну и ту же историю. Ну, все они потерпели очень похожие опыты. И я когда слышала все, думала, кто будет лучше понимать ингуша, чем другой человек, который переселили. Эти люди все прожили через очень похожие исторические события. Но они не собрались, чтобы разговаривать об этом вместе. И это не только депортация, есть и другие моменты. Есть очень много моментов в истории, где были, например, старались вместе, разные кавказцы старались воевать вместе с грузинами против Рима или России, или кого-нибудь. И это не видишь в истории, в книгах. Вот это где-то очень трудно найти эти кусочки информации. А надо это все собрать, разговаривать об этом вместе. То есть информация – это одно, как сказать, переработать эту информацию на пользу единства, я думаю. Но это реальность, это реальное. Is it a reality that it could happen, or is it too difficult? Я считаю, это даже несложно, нет. Потому что есть зафиксированные факты тех событий. И, скажем, есть люди, которые занимаются этими вопросами. Например, Майырбек Вачигай, вы его знаете, да? У нас есть Саид Хасан Абу Муслимов, тоже историк. Он тоже работает с этими фактами, знает. Есть люди, которые прошли через все это. Когда мы говорим про депортацию тех времен при коммунизме, сегодня те же самые события, можно так даже провести параллель, мы переживаем то же самое, потому что около половины чеченцев находится на чужбине сегодня, вынужденно, из-за российской политики на Кавказе, ими проводимой. Они не хотят жить дома у себя на чеченской земле, потому что там существует такой режим, установленный Россией, диктаторский режим. Вы это знаете. То есть та же самая депортация. Да, раньше это было сложно. Загрузили вагоны, отправили в Сибирь, в Казахстан. А сейчас это в другой форме. Чеченцы, давно у меня было такое впечатление, что большинство чеченцев вокруг меня, они очень любили Грузию и очень хотели. Я начала изучать идею Кавказской конфедерации, исторически и так далее, из-за того, что чеченцы мне об этом говорили. Они когда у нас будет наша Кавказская конфедерация, я хотела изучать эту тему глубже, понимать исторически, что было, не было. И все всегда говорили об этом. Мы хотим единства Кавказа и так далее. Но у меня, может быть, я не знала всех, я только знала несколько людей, может быть, большинство так не думает. Ваше мнение, чеченцы более-менее, как они думают об этой идее, как они относятся к Грузии, к идее кавказского единства и так далее. Потому что есть очень много, например, ссоры на Facebook между ингушами и чеченцами, например, это наш кусочек земли, или это наш предок, а не ваши, и такие вещи. Мне очень не нравится, когда затрагиваются такие темы, территориальные вопросы. Я считаю, что это
в интересах тех людей, которые хотят разделить нас. Ну, скажем, будь это чеченцы, грузины, или чеченцы, ингуши, чеченцы, дагестанцы. Вот это выгодно тем, которые не хотят единства на Кавказе. Мы должны избегать этих вопросов. У нас что, земли как бы не хватает? У нас ее достаточно. Мне это очень не нравится. Я всячески вот стараюсь призывать и чеченцев, и даже вот я записал одно видео, обратился и к чеченцам, и ингушам. Не дергайте эту ситуацию, эти вопросы про землю. Вот так и сказал вам, что земли не хватает. Живите себе спокойно. Зачем нам этот конфликт, раздувать это? Ведь мы все понимаем, кому это на руку. Вот. И, как я говорю, нам надо избегать вот этих вопросов. Вот буквально недавно там затрагивалась тема про имама Шамиля, да. Это было давно, это уже сколько лет-то прошло, а сейчас именно затрагивать, когда это тем силам нужно, чтобы разделить чеченцев с дагестанцами в этом вопросе даже. И были еще вопросы территории, там, куска земли между территорией чеченцев и дагестанцев, вот, тоже затрагивалось. Но это провокации, обычные провокации. Нам надо как-то стараться избегать этого. Я противник этого. 10 лет назад я нередко слышала, вот, ну, таксист грузин уже жалуется, ой, эти чеченцы, они пошли в Абхазию или что-то начинают. Вот. Есть очень много таких вопросов, которые люди даже хорошо не понимают, не разбираются. И вот что-то, один человек появился, это уже целая нация, и мы должны обидеться из-за этого. Я думаю, что, может быть, надо список этих вопросов создать. Да. И вот ответы, да, легкие, ну, простые, очень легкие ответы, чтобы люди поняли суть проблемы. Они... Скажем, когда вот появляются такие провокаторы, пишут там в разных форумах, вот, ну, прямо вот так говоря, ваш Басаев убивал наших грузинов, да, вот, ну, в таком тоне. Ну, приходит какой-то провокатор, пишет. Я понимаю, для меня, чеченца, это больная тема. Я бы сделал все, чтобы это не произошло, например. Чтобы, видите, вот, мне было даже больно видеть такое, что когда была вот последняя война в Грузии, батальон «Восток» пришел, ну это же чеченцы, да. И это как-то больно было видеть, что пришли чеченцы воевать против Грузии. Ну зачем это? Конечно, мы их туда не отправляли, и дай Бог, чтобы такого больше не происходило. С нашей стороны я могу так открыто сказать, что это была нашей большой ошибкой, например. Какие-то добровольцы там участвовали в этой войне. И мой отец, я помню, высказывался насчет этого, что и сказал, что это была действительно ошибкой. Спасибо за эту возможность. Спасибо, Георгий. Да. Я бы имел два вопроса. Один как бы исторический, а другой насчет современности. Исторический вопрос был бы таковым. Как вы думаете, почему все-таки принял Борис Ельцин решение о вводе войск в Чечню? То есть, если по-другому поставить вопрос, если бы за год раньше этого, в 1973 году, не было бы вот этих событий в Москве, когда он открыл огонь по белому, да? По очень неоднородному, очень своеобразному, но парламенту. Если бы не было этого, началась бы война в Чечне, принял бы он под нажимом каких сил и каких обстоятельств он принял все-таки вот это решение, как вы думаете? Это первый вопрос. А второй вопрос уже касается сегодняшней ситуации. Как вы думаете, вот прошло столько лет, 25-30 лет, уже выросло поколение молодых чеченцев за границей, да, в Европе, в Америке. Некоторые из них имели возможность уже получить более-менее нормальное образование. Если сейчас
такие люди в кругах чеченской диаспоры, которые могут на каком-то уровне взяться за дело систематизации как новейшей истории, как событий 90-х годов, так и вопроса, например, 40-х депортаций, потому что за исключением очень редких, героических, но очень редких случаев, таких как вот, инициатор сегодняшнего разговора, все-таки в западном академическом мире и в западном дискурсе, к сожалению, эти два очень трагических эпизода остаются где-то там, на периферии дискурса. По первому вопросу, я считаю, что Россия давно готовилась к войне. Война по-любому была бы агрессия, началась бы. И они не так получилось, что раз они решили и пошли с войной, совершили агрессию в 1994 году, в декабре. Нет. Потому что они готовили оппозицию еще далеко до этих событий, до ввода войска. Вооружали, финансировали, готовили настроение людей, пытались разделить чеченское общество, как они пытаются делать это в Украине сегодня, например. То же самое, такой же сценарий был. В 1993 году примерно так было решено, что война будет у нас в республике. И да, вот получается так, что это вписывается вот именно в эту дату, вот эти события в Москве, можно так сказать даже. Потому что именно активация вот этих провокаций у нас в республике начались в 1993 году, примерно так. Вот. Ну, и я считаю, что основная причина начала войны был просто принцип, что нет, мы не отпустим Чечню, не дадим ей независимость. Не так, конечно, не те варианты, как там говорят, что ради нефти, там, да у них своей нефти полны-полны, например. Это был просто принцип российских чиновников, этого круга, те, которые развязали эту войну. И да, я согласен насчет того, что после вот именно событий в Москве в 1993 году. Я прислала вам, студентам, свой тезис, который написала про войне в Чечне. И вот Анзор жил через это. А я собиралась документы, материалы, читали книги и так далее. Пришла к одному и то же выводу, что они заранее решились, их главная причина это была просто гордость. И мы не отпустим, вот это наше, мы не хотим, вот контроль и гордость, все. И заранее они приготовились к этому, и все другие аргументы, они просто как-то excuses, причины. И это очень хорошо доказано в документах. Может быть, и другие люди лучше доказали, чем я доказала, но если очень легко посмотреть в тезис и видеть основные факты об этом. Я полностью согласна с Антоном. Прошло столько лет, да, уже множество чеченцев выросло уже ненародные. И кто-то из них, и я знаю, что многие из них имели возможность получить уже западное образование, особенно вот в социальных науках и так далее. И как вы думаете, если вот в среде молодых таких вот людей, люди, которые как бы с новой энергией как бы возьмутся за вот задачу систематизации то есть информации, этих событий, напишут книги, статьи и так далее. Потому что не только про 90-е годы, а про 40-е тоже, потому что оба этих трагедий все равно остаются на периферии западного академического и не только, просто политического дискурса. Например, даже когда вот
Я не говорю о таких, например, политиках, когда целая дискуссия где-то на какой-то конференции и так далее касается преступлений сталинизма, например, да? Я бывал на таких конференциях. Как-то вот депортации народов Северного Кавказа, это где-то пункт номер 8. Где-то. Все сразу вспоминают, к сожалению, перечень этих трагедий и преступлений очень большой. И то правда, но все вспоминают сразу вот ГУЛАГ, вспоминают депортацию балтийских людей из балтийских стран и так далее, Восточной Польши. Вот где-то потом. Потому что все равно вот визуализация и пенетрация этих историй, этих событий маленькая, если прямо сказать. Очень много хорошую работу провел, например, Абдурахман Авторханов. А также многие писатели много писали про события, скажем, с депортацией во время Второй мировой войны. И много сказанного насчет этих событий. И сегодня даже вот есть люди, которые работают с этим. Я как вы сказали, чеченцы, да, выехали в разные страны, они учатся, они работают, они продвигаются. И я вижу, многие интересуются историей. Это очень приятно, конечно, это очень важно. И когда у нас проходят встречи с молодежью, и у нас вот возникает такой вопрос именно по истории, и мы пытаемся, и старшие вообще пытаемся им рассказывать, что происходило лет 20-30 тому назад. И стараемся подчеркнуть важность этих моментов. Они спрашивают, у них есть интерес. Даже вот у меня есть знакомые, хорошие знакомые, они молодые парни. Они, когда связываются со мной и спрашивают про эти события, мне это очень приятно, вот, когда молодой человек взялся за это, и он делает что-то для своего народа, для истории. Я ему, конечно, помогаю в разных вопросах, например. Также и другие, старшие помогают молодым. И молодежь, там, я знаю, к примеру, в Норвегии есть молодежная такая организация, они тоже встречаются, об этом говорят, обсуждают. Вот. И это очень важно, вот именно то, что сейчас даже происходит, я скажу так, вот эти события 20-30-летней давности, потому что России просто удается им, как говорится, зомбировать молодежь. Да? Они даже не знают, что происходило 20 лет тому назад. Они знают то, что им рассказывают там по российским телеканалам или из других источников. А мы, конечно, пытаемся рассказывать, доносить эту правду, как было на самом деле. И как мы вначале говорили, например, я открыл YouTube-канал, я выставляю туда видеоматериалы, то есть тоже как бы сохранить эти факты, показывать это для молодежи, для других людей. То есть мы проводим такую работу столько, сколько мы можем сегодня. Да, спасибо, Георгий. Марьям, у тебя есть вопрос? Добрый вечер, спасибо большое. У меня был вопрос об депортации. То есть мне интересна проблема, которая, например, в Грузии некоторые люди, грузины, которые были депортированы, и потом, когда они вернулись, их жизнь была очень трудной, потому что они не смогли ассимилироваться второй раз с грузинским обществом. И если у вас есть информация, то есть каким был процесс возвращения в Чечне после депортации людей, которые были депортированы
в Центральной Азии? Конечно же, вот второй раз начинать свою жизнь сначала, это сложно, очень сложно. Даже я по себе знаю, сегодня в мирное время, когда приходится переезжать в другой город, да, или в другую страну, тебе надо все заново начинать. И язык, например, там, дом и так далее, и так далее. Вот, как я приехал в Норвегию, я знаю, как это было сложно в мирное время. Тем более в то время, когда они возвратились из Казахстана, вообще из Азии, все было, конечно же, сложно. Даже хотя, что они возвращаются на родную землю, и дома нету, потому что в этих домах живут другие совсем люди, потому что эти дома были заселены этими людьми, разных национальностей, там и русские, разные были. И вот эти конфликты в связи с этим, приходит чеченец и говорит: слушай, Ваня или Саша, это мой дом, выходи, вот как бы это сложно было, это были уже конфликты, и небогатые, конечно же, вернулись с Казахстана, то есть и жить надо, и корову надо, и овец надо, и так далее. Вот эти сложности были, и сложности со властью, конечно. Вот я это по рассказам очень хорошо знаю от старших людей, как они проходили через все это. И вот я в рамках этого предмета и пишу про чеченскую войну, поэтому я хочу задать, то есть вторую чеченскую, так называемую вторую чеченскую войну, поэтому я хочу задать два вопроса касаемо этой темы. То есть первый вопрос, с вашей точки зрения, насколько правильно делить эти конфликты на две части, то есть на первую чеченскую, на вторую чеченскую, потому что вы отметили, что с точки зрения России, с российской стороны это все было запланировано, поэтому считаете ли вы, что это просто один большой процесс, который просто продолжался за долгое время? И второй вопрос, это немного политический, что с вашей точки зрения, опять же, какие события начала 90-х или уже во время правления Владимира Путина имели большое влияние на политическую жизнь в России, то есть на саму Россию, то есть с московской федеральной точки зрения. То есть две события, начало 90-х и потом после уже так называемая вторая чеченская. Спасибо. Вы правильно заметили, что первая или вторая война для меня, для нас, это как одна война. Получается так, что война была как бы заморожена, приостановлена. Хотя мы верили, у нас была надежда, что вот действительно мы сейчас можем договориться с Кремлем и больше войн не будет. Это была надежда. Хотя мы прекрасно понимали, что в любое время может начаться война. Скажем так, это чуть займет время, но я постараюсь чуть короче это рассказать. В 96-м году заканчивается война. Мы захватили Грозный, штурмовали Грозный, и в связи с этим прошли встречи, мирные переговоры, подписали документы важные в Хасавюрте, Хасавюртовские соглашения. И даже в то время, во время, когда подписывали эти важные документы, соглашения, я помню, Лукин, фамилия его, депутат был Госдумы, он, а также Александр Лебедь, которого мы все знаем, они высказывались в то время, именно в этот день, они сказали, я помню, вот подождите, через 5 лет Россия окрепнет, и мы вернемся и отомстим. Вот представляете? И, все, конечно, эти документы были подписаны, Хасавюртовские соглашения, потом мирный договор Масхадов и Ельцин подписали, прошли выборы, все-таки надеялись, но потом, когда мы увидели, что действительно, что Россия готовится к войне, мы увидели тогда, когда они начали убивать. Сначала убили сотрудников Красного Креста в селе Новые Атаги, это было в 96 году, в декабре.
чеченцы там не причастны. У нас были даже факты, что мы предоставляли факты российской стороне. Потом захваты заложников, вот эта проблема у нас существовала. Потом уже убийство, да, это было. Потом выясняется, что это делают те люди, которые связаны с Москвой. И эти люди, некоторых из них нет живых, а другие, которые жили, сегодня живут в России и находятся в кругу Кадыровых, например, тех же. То есть какая-то цепочка вот этих спецслужб России, я считаю, что они готовили эту почву для второй войны, чтобы обвинить чеченцев, что вот у вас был бандитизм, у вас был терроризм. Конечно, да, там такие были события, там, как они говорят, поход Басаева в Дагестан, ну это было. Он туда тоже пошел как доброволец, хотя там много даже фактов, что российские спецслужбы с этим связаны. Потом взрывают дома в России, в разных городах. Там уже есть доказательства, что связаны российские спецслужбы, даже Александр Литвиненко об этом говорил. У нас было много доказательств. И даже когда к власти приходил Путин, я помню, наш президент, мой отец обращался к российскому руководству. Раз уж вы обвиняете нас в событиях в Дагестане или во взрывах домов в России, если вы как бы предоставите нам факты, что к этому причастны чеченцы, вот такая-то фамилия, мы готовы выдать этих людей вам. Ну, ради того, чтобы не началась война. То есть с нашей стороны мы делали все. У России не было, конечно, интереса, потому что основная цель для них была поменять президента с Ельцина на Путина. Все поэтому и происходило. То есть как можно добиться поддержки народа, российского народа, если только не через войну, например, новую войну. Вот мы отомстили, мы пришли за первый позор в первой войне, как говорится. Поэтому я тоже считаю, что нету тут ни первой, ни второй, есть одна война. Это цепочка тех же событий. Она, получается, даже не останавливалась. Конечно, когда даже первая война закончилась, многие там говорят, вот-вот, вы бы, чеченцы, не выжили бы без России, да выжили бы. Потому что мы строили хорошие отношения с Грузией, например. У нас дорогу строили через Грузию. Вот. У нас хорошие отношения с Азербайджаном. К примеру, можно было обойтись и без России, я имею в виду. Вот. Но эти провокации, то есть я что хотел сказать, была блокада, полная блокада, экономическая блокада, чтобы наше чеченское государство не сформировалось, чтобы мы не встали на ноги. Делалось все от провокаций до этих блокад. И потом уже, когда уже началась война, путинская война, вторая, так называемая, то, как вы помните, было блокировано все в информационном плане. Ни журналисты, ни организации не могли попасть туда. То есть была однобокая информация там, Первого российского канала или там РТР, все, больше никаких. Я общался с Александром Литвиненко 2-3 раза, он мне много что интересного рассказывал о этих событиях. Вот. Как он говорил, что, знаешь, Анзор, он так говорит, Россия правит мафия правит Россией. И поэтому много событий произойдет, трагических событий произойдет при Путине, в то время еще говорил. Спасибо.